неделе важные события. В эфире информационная программа «Итоги недели». Меня зовут Рина Цычоева и краткий анонс событий. Маленькая и не по годам сильная Аиша, держись. Состояние 7-летнего ребенка под контролем лучших столичных медиков расскажем через несколько минут. Дикие издевательства над ребенком. За что родная тетя расправлялась с 7-летней Аишей и какое наказание ждет садистов? Пора на каникулы. В Народном собрании Ингушетии завершилась весенняя сессия. Депутаты подвели итоги работы. Они на охране здоровья. Медицинские работники отметили профессиональный праздник. Молодой и перспективный о развитии Сужи в материале нашего корреспондента. На полях республики продолжается жатва озимых культур. Расскажем о том, каким будет будущий урожай. Отдохнули на славу. Расскажем о тех, кто лоялен к себе и обеспечен окружающим. Отдыхающим вдоль реки Аса посвящается. Начинаем выпуск, пожалуй, самые важные новости недели. Состояние 7-летней Аиши под контролем лучших столичных медиков. Девочка проходит лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. Медики обнаружили у девочки старые переломы ребер, также серьезные повреждения кисти. За нее нужно бороться, отмечают они. Она будет помещена в специальную камеру, где ее будут насыщать кислородом. Светлана Томова ведет в курс дела. На самолете ты летала? Не летала. Не летала? Хочешь полетать? Хочу. Как хочешь? А там мороженое есть? Мороженое? Там лимонад есть. Я хочу мороженое. Рука болит. Я хочу самолет. Я не летала в самолете. Сейчас полетишь. Перед своим первым и, пожалуй, самым важным полетом в жизни Аиша Ажигова вела себя очень мужественно, терпеливо и даже просила в дороге мороженого. Уже по прилете в столицу в клинике Аишу встретили президент НИИ Леонид Рошаль, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, руководство и сотрудники постпредства Ингушетии, члены ингушской общины Москвы и множество журналистов. История Аиши не оставила равнодушным никого. По словам Заремы Чахкиевой, несмотря на такие увечья, девочка ласковая, общительная, тянется к людям. На учете у органов опеки как обеспеченная семья они у нас не стояли. Как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, тоже их как бы в сводном списке их не было. Поэтому для нас на самом деле это шокирующая действительно история, тем более среди ингушского народа. У нас, мы все знаем и мы гордимся тем, что у нас в республике нет детских домов. И как только наш ребенок-сирота остается без родителей, первый ближайший родственник ребенка забирает. Поэтому у нас и никогда не было такого. Для нас это шокирующий случай. Ночью Аишу осмотрели московские врачи. Во время пресс-подхода Леонид Рошаль в первую очередь поблагодарил врачей Ингушетии, которые сработали отлично, провели первую операцию на руке по удалению тромба. По его словам, при первичном обследовании диагнозы подтверждаются. У девочки серьезные повреждения кисти, за нее нужно бороться. Она будет помещена в специальную камеру, где ее будут насыщать кислородом. Все, что необходимо для лечения, у нас есть, включая квалифицированный персонал. Я хочу сказать хорошие слова врачам Ингушетии, которые сделали очень хорошее начало лечения, хорошую операцию. И сказать спасибо врачам Ставрополя, которые, соответственно, хирурги, которые консультировали московским врачам. В общем, какая-то совместная работа. Но при обследовании, этом первичном, диагнозы фактически подтверждаются. Серьезное повреждение в области кисти. За нее нужно бороться. У нас уже готова барокамера для этого.
Также у девочки обнаружены старые переломы ребер и травма позвоночника. Но эти вещи, которые не требуют хирургического лечения. Диагностический процесс, по словам врачей, будет продолжен. Состояние девочки при поступлении тяжелое, обусловлено повреждениями верхних конечностей. Левая ручка, в принципе, сохранна, мы тоже за нее поборемся, а вот правая немножко посложнее, поэтому все силы будут брошены на ее спасение. Сейчас, как уже сказал Леонид Михайлович, будет проводиться гипербарическая оксигенация. Девочку мы повезем в специальную камеру, где будем под давлением ее насыщать кислородом. Также будет выполнена сейчас в ночные часы перевязка с оценкой жизнеспособности тканей. Ну и все возможное мы бросим на их спасение. В свою очередь Анна Кузнецова выразила надежду, что в этой ситуации не только будут наказаны те, кто виновен, но также будут сделаны правильные выводы о том, где в системе сбой, который мог привести к этим событиям. Сердце крови обливается, когда смотришь на эту малышку, но я надеюсь, что теперь с ней все будет хорошо. Уж точно, пока не решится вопрос с жизнеустройством, с тем, что у нее все стабилизируется, с ее здоровьем, мы эту ситуацию точно не отпустим. Как отметил в Рио глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов, принято решение о прокурорских проверках работы органов опеки и попечительства. Мною предложено прокурору проверить все отделы, численность детей, законность регистрации их, ответственность попечительских органов опеки районах, городов. Значит, у нас выявилась вот такая беда по Ажиговой Айше Исаевне, но надо тщательно вникнуть во все проблемы детей. Значит, отныне информацию, какую потребуется, включайтесь, прокурор сообщил, что проверку им направлено, и сплошную проверку провести в этой части, информацию. И вы должны владеть информацией, сколько детей, где они проживают, статус родителей, зарплата родителей, социальная помощь какая-либо получается, не получается. В каком они в здоровом виде, нездоровом виде, то есть, может быть, они ограничены способностями или что-то еще, может быть, им ранец не хватает в школу пойти, или на каникулы никуда их не вывезли, или путевку им надо дать или не дать, здоровье у них плохое, хорошее. То есть, вы про детей должны знать, как мать знает про своих. Для этого и есть. Если вам не хватает людей, я вам добавлю их, и я должен знать всю картину, полностью, состояние опекунства в республике. Также в ходе разговора руководство Постпредства Ингушетии с детским омбудсменом России Анной Кузнецовой достигнута договоренность об оказании помощи в предоставлении девочки няни с медицинским образованием, а также в обеспечении медикаментами. Светлана Томова, Новости 24. Аиша сейчас в надежных руках, и будем надеяться на хорошие новости. Говоря в общем о сложившейся ситуации, дикие издевательства над ребенком потрясли жителей нашей республики. У ингушей к детям всегда было особое отношение. И почему, а главное, за что расправляла женщина с маленькой и беззащитной девочкой, остается выяснять следствию. Но ясно одно – ребенка жестоко и методично избивали. Аишу доставили в детскую больницу 4 июля. Осмотрев девочку, медики были шокированы. На теле не было живого места. Сплошные ожоги, укусы, переломы костей и гематомы. Последний год ребенка воспитывала родная тетя. Именно она и привезла ее в больницу. Версии случившегося у подозреваемой самые разные. Упала в горячий суп, в яму, прочее. Дело на личном контроле Следственного комитета России, уполномоченного по правам человека и детского омбудсмена страны. О здоровье маленькой Аиши, которая за эти дни нам всем стала родной, молится вся республика. Девочка, мечтающая о мороженом, шоколадке, просто о семье, которая будет любить, в материале Зелимхана Калоева. 2-3 дня не бывает. Вот смотрите, на них какие. Вот это что? Это укус, походу. Вот это укус.
Шокирующие кадры. На теле маленькой Аиши нет живого места. Многочисленные раны, ожоги, ссадины и даже укусы. Искалечила ребенка родная тетя. Несмотря на сильные и ноющие боли, девочка улыбается медикам, ведь все самое худшее уже позади. В окружении врачей детской республиканской клинической больницы, кажется, немного забывает о том, сколько всего пришлось пережить. Поворачивайся спинкой, повернись. Хайерзал, Аишка? Айша, сок хатерзал? Шоколад ходим. Хайерзал? Посмотри отсюда, вот это рубцы все. Это халха, хантрал уже. За эту ночь сразу несколько врачей бились над тем, чтобы сохранить малышке руки. У девочки гангрена верхних конечностей. Аиша оказалась сильной не по годам. Операция по восстановлению кровоснабжения верхних конечностей прошла успешно. Девочка, как поясняют врачи, в стабильно тяжелом состоянии. Ей еще предстоит полный курс реабилитации и дальнейшее медицинское обследование. Операция была достаточно сложная, трехэтапная была операция. Тромб был в плечевой артерии. Хирурги выполнили все возможное на очень хорошем высоком уровне. Мы находились на постоянной телеконсультации с ведущим хирургом, травматологом страны и также с самим Леонидом Михайловичем Рошалем. И, в принципе, их рекомендации были учтены. Все, что было сделано по всем правилам, по всем клиническим протоколам, стандартам, которые в данном случае выполняются при этой ситуации. На самом деле давность травмы уже, конечно же, не позволяла выполнить легко в один этап операцию, поэтому трижды удаляли тромб. Но сейчас кровоток частично восстановлен, циркуляция восстановлена, сейчас уже визуально рука лучше, конечно, и температура кожного покрова, и руки, конечно же, меньше отек. Да, есть положительная динамика. Со слов врачей, маленькую Аишу в больницу на жалобы в области рук привела тетя. После увиденной картины медперсонал сразу принял решение изолировать женщину от ребенка и незамедлительно начать оказание первой медицинской помощи. Как отмечает главный врач детской республиканской клинической больницы Магомед Башир Балаев, ребенок общительный и располагает к себе. Ребенок очень адекватный, добрый, он тянется к людям. И каждый раз, когда ты к нему приходишь, она с такой надеждой смотрит на тебя. И когда ты начинаешь общаться с ребенком, ты видишь, насколько ребенок любит жизнь, любит людей и насколько она привязана. Той же ночью в больницу прибыли и сотрудники Совета Безопасности. По всем статьям всевозможные строгости применить все находится под контролем. Глава республики курсивы, пока личность женщины, той самой родной тети, которая и избила Аишу, уже установлена. Ею оказалась уроженка города Сунжа Макка Ганиева, или, как ее окрестили, Кровавая Макка. Подозреваемая ранее была судима за причинение тяжкого вреда здоровью. По ее версии, девочка упала в яму. Но когда возник вопрос про ожоги, женщина придумала другую историю, что девочка якобы упала в кастрюлю с горячим борщом. В больницу Аишу женщина не отвела. Народными способами пыталась вылечить сломанные руки. Вот только как? Непонятно. Ситуацию обсуждает общественный совет города Сунжа. Все обеспокоены случившимся. Почему раньше, может быть, не заметили? Но видите, дело в том, что эта семья, она как бы пришлая. И в связи с тем, что у нас все семьи, которые у нас имеются, они всегда у нас имеются в списках по местной администрации и по городу. Эта семья, она как бы снимала жилье, и, конечно, мы не смогли уследить. На учете органы опеки и попечительства они у нас не состоят. То есть вы не знали ни об этой девочке? Нет, мы не знали ни об этой девочке, ни об этой семье. Никаких сведений. Но они, получается, малоимущие, да? Они не обращались? Не обращались. Как малоимущая семья, как, не знаю, неблагополучная семья. Не обращались, никакое заявление не поступало. На учете они у нас не состоят ни по одной программе.
В этом небольшом съемном домике больше года и проживала Аиша вместе с тетей, ее мужем и двумя родными детьми Макки Ганиевой. Вопиющие случаи невиданной жестокости, побои, гематомы, отеки. Следы воспитания родной тети девочки, которая официально не являлась опекуном, просто не могли остаться незамеченными. Все происходило в этом неприметном доме, который для маленькой Аиши оказался домом ужасов и пыток. Впрочем, всю картину произошедшего должно восстановить следствие. Сейчас на двери замок, и если вина будет доказана, под таким же замком останутся и садисты. Для соседей случившееся стало новостью. Ничего подозрительного все это время они не замечали. Криков девочки никто не слышал. شيفو سجر يا قمر يا ديك سجير سبير ديال خشخلريش يرج ايتي دعبو كتو مش بيغبو على كوبوك حتى حاجه يعني يرج يسو ديك خيترس زياد دعقور تسك انكي وبغبو يعني لي كيس هاي ايتي دعوغر يا اخي تيتي مش بيغبو على ديك انكي تحنو موت زياد دي А смотри, ничханик, так, мышцы нормально видите состояние? سيجي يا أخي. Да, да. إشكورت أشبه أشتو تنتك تعت حاجين ترسوا حاجين كان عيارش. أحبير الشدي أحكي حاوتر اشتيرتي جيو خجرتي. أقرأ. أيرج مالش بتغنى ما حد يحكي. هذا ترك شو مشان قاعد بازري جدار شو في أول ليرة. تو يعني دي تقطع округе так мы андат мы здесь так сказали. Ну это временами тащок машин лахта шхур хабяхки вот сидели они там и мужики и там какие-то голоса и ее голос. Хули, как тебе сказать? Сун азгар был религиозный. Нет, конечно. Конфликт халхам фандатс. Хейндалари, ебаргейна, издя. То есть ребенка обидно просто сидеть. Америка лагова, измудхам халшить, халхам душа на самом деле. За что расправлялась с 7-летним ребенком родная тетя, по отцу остается загадкой. Жестокие побои стали поводом для возбуждения уголовного дела. Следственной группе предстоит большая работа по установлению всех обстоятельств дела. После медицинского обследования будет известно, страдает ли женщина психическим расстройством. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункта Б части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего. За совершение данного преступления предусмотрено наказание сроком до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, указанные повреждения малолетней причинены 35-летней жительнице города Сунжи, которой доводится ей тете по отцовской линии, и в семье которой ребенок проживал в городе Сунжи, Республики Ингушетия. При производстве следственных действий по уголовному делу подозреваемая свою вину в совершении преступления не признала, отрицает свою причастность к его совершению, заявила, что ребенок пострадал в результате падения в яму. В настоящее время подозреваемая задержана по подозрению в совершении данного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Особо хочу отметить, что в ходе предварительного следствия планируется дать правовую оценку действиям лиц, которые незаконно распространили в соцсетях и мессенджерах видеозапись, на которой изображена потерпевшая. За незаконное распространение такой информации предусмотрена уголовная ответственность по части 3 статьи 137 Уголовного кодекса Российской Федерации. Чуть позже в больнице объявилась биологическая мать Аиши Ажиговой. Как поясняет женщина, девочку у нее забрали. Тетя, да? Тетя, как известно, ранее была судимой, да? Тоже за телесные повреждения. Расследование уголовного дела продолжается. Правовая оценка будет дана и действиям органов опеки и попечительства, а также родителям за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Избиение ребенка собственной тети наводит ужас и не оставляет равнодушными жителей республики. Все желают малышке одного – скорейшего выздоровления. جو مسنين اللي موضوع غينا سجى جو نوق هم اسهم دوك أتقش مش قد جو موخن حمدر زين بيرد بقدر قص خنا حمد دوك دال خلخت شي بيردوشن داشي دز ماشروتي جا وصلنا خا يقي خلوج غلغاش حتى بيت يقي خلوج في درجش داحي دوزج ده قرقلونش يوخكش ده اسمه حماش لورديش ده سوق خاتش سوم تيشا يارز أحلق إزبار ديتشو وبدأ خدات غلغاش تقير
Дальше иман чал волт гаргулчнях. Здя изму хамдя дожу сексун хатсан фдед цендал иман соуду акылт. Циги кал безин барса. Денил дожи иге таханат со интернет ролик шкеже фотографии шкеже злурж марбех кашцу бартж доашсан бархаж دوك ديلخا حتى تسندين لا برا حاجة أحت ما أسجي خدات سوتي بعدين واسمه باللوجة اشت حتى شي بيزمي يلتحوا قشتي قداشي могешь мярч лили. Учитывая вообще уклад и устои жизни, наши традиции, насколько у нас должны относиться с пониманием и добротой к старикам и детям, то на самом деле случай вопиющий, и до сегодняшнего дня мы вообще не пришли еще в себя. Я знаю многих людей, которые просто ночью даже не сомкнули глаз, переживая за эту девочку. И естественно, я осуждаю этот случай, эту ситуацию. И хотелось бы искренне, чтобы действительно человек получил наказание. Кто бы это ни был, тетя или просто посторонний человек. А девочке, конечно, желаем здоровья, чтобы она стала таким же полноценным ребенком, каким была. В таком маленьком теле так много силы, доброты и стойкости. Испытав на себе такие муки, малышка продолжает верить в добро и охотно тянется к людям. А ну тащите мороженое сюда, Айша. Я вот в этой кисти, да, девочка моя хорошая. Да, и так нам, любимая. Другим темам выпуска в Народном собрании Ингушетии завершилась весенняя сессия. Перед тем, как уйти на каникулы, депутаты подвели итоги работы. Были обозначены приоритетные направления деятельности за прошедший период: приведения регионального законодательства в соответствии с федеральным, решение социальных вопросов и не только. Жардат Хулухоева продолжит. Начиная итоговое заседание весенней сессии, перед депутатами и собравшимися выступает спикер парламента Магомед Яндиев. В своем докладе он рассказывает о проделанной созывом работе. Проведено 9 заседаний, 22 совета, принято 27 законопроектов, проведены публичные слушания по самым наболевшим вопросам. Рассмотрено 270 законопроектов, инициатив Федерального собрания Российской Федерации, правительства России, законодательного собрания Федерации, из которых поддержано 251 предложение. Проведена соответствующая работа над законодательным обеспечением реализации посланий президента Российской Федерации и главы Республики Ингушетия. Также проведено 70 заседаний комитетов парламента, из них 17 расширенных заседаний по различным актуальным для жителей Республики Ингушетия вопросам. Говоря об итогах парламентской сессии, спикер парламента отметил работу над региональным бюджетом. В главном финансовом документе республики предусмотрены серьезные средства, в том числе для реализации майских указов президента страны. В их использовании, как отметил Яндиев, важно, чтобы люди видели и знали, как и куда расходуются выделенные деньги. Считаю необходимым обозначить приоритетные направления депутатской деятельности. Это проведение регионального законодательства в соответствии с федеральным, решение социальных вопросов, представление льгот предпринимателям, которых реализуются интересные, важные для республики проекты, в том числе и инвестиционные. Изменения коснулись практически всех сфер общественной деятельности. В соответствующем законопроекте депутатами установлен новый механизм обеспечения реализации активного избирательного права для граждан при проведении выборов в Народное собрание. Согласно документу, голосовать жители могут по месту своего нахождения. Не менее важное постановление, но уже в документе о муниципальных выборах приняли сегодня парламентарии. В единый день голосования 8 сентября депутаты выберут и нового главу Ингушетии. Сегодня можно сказать однозначно, что население республики, все граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Ингушетия, готовы к проведению выборов любого уровня, потому что мы уже 26 лет республики, мы знаем, что такое выборы, и поэтому нет никаких сомнений, что и муниципальные выборы, и выборы главы республики пройдут в соответствии с законом.
Мы, по крайней мере, уверены в том, что наше население к этому готово. И опыт наш показывает то, что, несмотря ни на что, мы умеем проводить выборы. Всего на повестке дня 11 вопросов. Это и закон об образовании, о нематериальном культурном наследии и использовании лесов для охотничьей деятельности. Все инициативы были приняты парламентариями единогласно, в том числе проект закона о подтверждении дополнительных соглашений, заключенных правительством республики с Министерством финансов России в 2015-2017 годах, о предоставлении Ингушетии из федерального бюджета кредита для частичного покрытия дефицита местных средств. Доклад об их исполнении за прошедший год, а также новые инициативы зачитал исполняющий обязанности министра финансов Ингушетии Багаудин Халухаев. Согласно вышеуказанного закона, законопроект также направлен в контрольно-счетную палату республики для проведения внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовки заключения. На момент проведения сегодняшних слушаний получено заключение контрольно-счетной палаты. Все замечания и предложения контрольно-счетной палаты изучены всеми заинтересованными сторонами. Правительством Республики Ингушетия даны соответствующие указания о недопустимости допущения подобных нарушений впредь. Основной акцент контрольно-счетной палаты сделан на необходимость своевременного приведения в соответствии с бюджетными назначениями объемов финансирования, предусматриваемых государственными программами республики, а также на усиление контроля за достоверностью сведений, предоставляемых министерствами и ведомствами в бюджетной отчетности. 29 голосов «за» сегодня были высказаны депутатами для рассмотрения в предстоящую осеннюю сессию вопроса о государственном гербе Ингушетии. В проекте уже предоставлены десятки документов, часть из которых была принята в первом чтении. Они включают в себя узаконивание использования национального герба в государственных кабинетах или других местах. Речь не шла об изменении самого герба. Года 2-3 назад, 2-3 года назад, депутаты, которые были на 5-го созыва, помнят, сколько предложений поступало по изменению гимна, по изменению флага, знака на флаге, герба. Много предложений поступало. Мы в категорической форме сказали нет, потому что это утвержденные наши, значит, герб, флаг, атрибуты государственные, их нельзя трогать каждый раз, кому захотелось там изменить что-то. Бесполезно. Речь шла о том, что где можно будет использовать вот эти вот этот герб. Речь не шла о том, чтобы изменить сам герб, форму его, ни в коем случае. Где вы будете на встречах, там, допустим, до конца нашей сессии, разъясните людям. Разъясните, что мы хотели сделать. Весеннюю сессию в Народном собрании закрывают полностью, реализовав весь портфель законопроектов. А это, несомненно, огромный плюс в работе депутатского корпуса, отметил председатель правительства Зелимхан Невлоев. Он поблагодарил депутатов за их непосредственное участие в решении проблем жителей республики. Несомненно, этому будут способствовать и принятые сегодня 11 инициатив. В частности, он отметил законопроект о сохранении культурного наследия Ингушетии, инициатором которой выступил Назрановский городской совет. Очень важный, на мой взгляд, хотя я не видел сам проект закона, необходимый, наверное, и председатель парламента говорил, конечно, нужно было провести широкое обсуждение, прежде чем вынести его, чтобы люди знали, что и Назрановский городской совет работает, депутаты работают, и профильный комитет работает. И вообще я предлагаю, что и докладчики, и содокладчики владеют очень хорошо ингушским языком, что вы в следующий раз докладывали именно этот законопроект именно на ингушском языке. Это очень важно говорить, да. И, значит, закон, по которому докладывал Цуров Мустафа, видимо, законы нужно было принимать еще раньше. И вопрос связан о патриотическом воспитании молодежи республики, именно не о духовном нравственном воспитании, имеется в виду о патриотическом воспитании. А я, в свою очередь, хотел бы поблагодарить всех депутатов за работу весенней сессии. Хотел бы пожелать, чтобы вы полноценно отдохнули, набрались сил
осенняя сессия будет сложной, насыщенной такой именно политическими мероприятиями, законопроектами и решениями. Впереди у парламентариев не менее ответственные задачи в их решении. По мнению спикера парламента, ориентиром Народному собранию республики послужит послание президента страны Федеральному собранию. Завершилось заседание под звуки гимна России и Ингушетии. В Рио главы Республики Ингушетия Махмуд Али Калиматов провел рабочую встречу с председателем Народного собрания Ингушетии Магомедом Индиевым. Спикер парламента ознакомил Рио главы субъекта с итогами законотворческой деятельности в период весенней сессии Народного собрания Ингушетии. Калиматов рекомендовал парламенту выносить на широкое общественное обсуждение все проекты законов республики, касающихся важнейших тем социально-экономического развития республики и качества жизни граждан. В рамках встречи стороны обсудили план законотворческой деятельности Народного собрания на осеннюю сессию и текущие проекты законов республики, необходимых для дальнейшего роста потенциала региона. С 1 июля в России вступают в силу нововведения, затрагивающие важные аспекты жизни россиян. Хава Сутыгова расскажет, что нас ждет. Рина, нововведения коснутся многих сфер жизни россиян – строительства, перевозок и жилищно-коммунальных услуг. Тарифы ЖКХ выросли на 2,4%, рост несущественный. Напомню, с 1 января тарифы уже поднимали в России на 1,7%. Это было сделано Минэкономразвития в связи с синхронизацией корректировки тарифов, вызванной повышением НДС до 20%. Микрокредитные организации, где часто перехватывают до получки, с 1 июля не могут задирать ежедневную ставку выше 1%. А общий размер их штрафов и неустоек для тех, кто просрочил выплату, не может быть больше двойной суммы займа. В России начал действовать новый механизм привлечения средств участников долевого строительства. Деньги дольщиков теперь будут защищены на специальных счетах, а все риски на себя берут банки, кредитуя застройщиков. Есть риск роста цен на квартиры, но зато дольщики будут уверены в сохранности своих денег. Станет проще разбираться в молочной продукции, распознать натуральное молоко и с добавками, например, с пальмовым маслом, теперь можно беглым взглядом. Такие товары должны лежать на разных прилавках, а если полка одна, то рядом со стопроцентными молочными товарами должна быть соответствующая надпись. С 1 июля в России увеличен вдвое размер пособий по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами первой группы. Вместо 5,5 тысяч в месяц теперь 10 тысяч. Получать данную выплату в России могут родитель, опекун, попечитель, ухаживающий за ребенком-инвалидом, независимо от того, проживает ли он совместно с ним. Средства перечисляются вместе с пенсией инвалида. И другое важное нововведение – маркировка лекарств. Делается это для обеспечения россиян качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами и выстраивания барьера на пути фальсификата и контрафакта. Код на каждой упаковке лекарства покажет путь препарата от производителя до покупателя в аптеке или пациента в больнице. Потребители смогут проверить легальность лекарственных препаратов через мобильное приложение. И 1 июля закончилось соглашение между правительством и нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин. Договоренность об этом была достигнута в ноябре прошлого года. Корпорации обязались обеспечивать рост объемов продаж бензина на 2%. Вступает в силу изменения в закон о госзакупках. Теперь внесение изменений по каждому объекту будет совершаться не позднее, чем за один день до размещения извещений в единой информационной системе. Срок рассмотрения заявок в длинных аукционах сократится до 3 рабочих дней с ныне действующих 7. А Росавиация напоминает пассажирам о прекращении полетов в Грузию. Воздушное сообщение между двумя странами прекращается с 8 июля. Это были главные изменения. Рина, тебе слово. Хава Сутыгова рассказала о нововведениях, а мы продолжаем выпуск. На этой неделе лучшие работники почтовой связи Ингушетии начали принимать поздравления по поводу профессионального праздника. Им вручили грамоты и дипломы. День российской почты отмечается с 1994 года каждое второе воскресенье июля. Этот праздник стал прекрасной возможностью для сотрудников почтовых отделений Ингушетии поздравить своих коллег. А нам еще раз оценить их труд. Диана Дударова продолжит. На этой площадке собрались лучшие работники почтовых отделений региона, которые посвятили не один год пересылке писем и открыток. Сегодня с собой нет кипы конвертов, только улыбки и праздничное настроение. Свой профессиональный праздник отмечает и Людмила Елхароева. Эта профессия стала неотъемлемой частью ее жизни. Ей посвящено 23 года. Признается, несмотря на то, что письма друг другу пишут реже, сумка ее по-прежнему тяжелая. Разносим почту, также пенсии, детское пособие, уход
безработные. Профессиональный праздник почтальонов начался с награждения ценных работников. Их заслуги отметили почетными грамотами, благодарностями и цветами прекрасной половине коллектива. Эжиеву Эсет Абдархановну, почтальона первого класса отделения почтовой связи Плиева Назрановского почтамта имени Майсагова. День российской почты отмечается с 1994 года каждое второе воскресенье июля. Этот праздник стал прекрасной возможностью для сотрудников почтовых отделений Ингушетии поздравить своих коллег. Очень довольна на своей работе и очень уважаю своих работников и всех начальства своего. Доброго здоровья, счастья, всем здоровья. Поздравляю своих коллег всех с праздником, Днем почты. Желаю всем здоровья, благополучия, всего самого наилучшего, что можно пожелать. С профессиональным праздником поздравляют сегодня работников почтовых отделений Ингушетии и гости мероприятия. Искренне еще раз поздравляю вас от имени руководства республики, от имени депутатов, от себя лично. За ваш труд желаю вам больших успехов, творческих успехов в вашей работе. Баркл, спасибо вам за все, что вы делаете. История российской почты берет свое начало еще в IX веке и насчитывает более 1000 лет. В 15-16 веках сеть почтовых станций охватывала всю территорию России, а первые почтовые марки и карточки появились в XIX веке. 1,5 века назад профессия почтальона считалась престижной и хорошо оплачиваемой. Гонцы, спешившие с известиями, всегда были в мундирах, белых перчатках и обязательно с оружием. Остановились почмейстерами, как правило, отставные офицеры и выходцы из дворянских семей. Ценой своей жизни доставляли только письма князей и дворян. Отправляли письма изначально с гонцами на лошадях, позже машинами, кораблями и поездами. А вот и в 2016 году у Почты России появились первые воздушные судна. 2 российских магистральных самолета Ту-204 расширили возможность доставки почтовых отправлений по стране и за рубежом. С царских времен Почта России претерпела значительные изменения. Если же в XIX веке письма до адресатов доходили в течение 2 дней, то сегодня это считается экспресс-доставкой. Также изменилась парадная форма сотрудников почты и цвет почтовых ящиков. Теперь они синие. Сегодня мало кто торопится закинуть открытку с посланием в почтовые ящики. С появлением интернета и других коммуникационных технологий необходимость выражения эпистолярного таланта отпала. Тем не менее, Почта России не прекращает свою работу. Если же в царские времена до адресата доставляли только письма дворян, то в современной России почтальоны не только разносят конверты оставшихся любителей письменных посланий, но оказывают и другие услуги. Электронная, гибридная и ускоренная почта, реализация печати и других товаров в розницу, рассылка рекламных материалов, перевозка грузов. А в Республике Ингушетия население обслуживает 54 почтовых отделений. Возьмем по масштабам России, мы занимаем, в десятки лучших ходим. А по макрорегиону мы первые идем уже 6-7 лет. Не говоря уже о наших отделениях, вы видели состояние наших отделений? Они радуют нас сегодня. Но мы еще осталось на Сурхахи, Пшидах, Алхасты, нас некоторые остались, где Далакова осталось. Но я думаю, в течение 2 лет, 3 лет мы все добьем. У нас в каждом отделении висят наши 4 телефона директора, 3 замов. Любой человек может позвонить всегда. Они прям заходишь, их видать прям, все номера. Как горячая линия. В любое время кто звонит, и я на них отвечаю. Также планируют открыть отделение в 105-м массиве города Назрани. В Сунже строят 2 отделения и ожидается реконструкция почтамта Алхасты. Ну а праздничное мероприятие для почтальонов республики разбавили концертной программой. В общем, Почта России с каждым годом только процветает. Сегодня для перевозки почты по стране используется свыше 450 почтовых вагонов, около 17 тысяч машин, более 360 авиарейсов. Почтальоны же принимают, обрабатывают и доставляют более 1 миллиарда писем, 3 миллиона печатных изданий, свыше 10 миллионов посылок, около 50 миллионов денежных переводов в год. А праздничное мероприятие работников ингушского филиала Почты России завершилось памятными фотографиями.
Слова благодарности за ратный труд получили на этой неделе и сотрудники медицинских учреждений. В Дворце культуры Назрани прошел праздничный концерт ко Дню медицинского работника. Праздник не отметили, как положено, в июне, перенесли на 3 недели. Врачи и их помощники, медсестры, медбратья, фельдшеры, санитары. О благородной профессии во имя спасения жизни расскажет Светлана Томова. Торжественное мероприятие ко Дню медицинского работника открывают юные и талантливые участницы ансамбля «SD». Сегодня все песни и теплые слова с этой сцены звучат в адрес виновников торжества, врачам всех специальностей и всем тем, кто так или иначе связан с этой профессией. От их грамотного подхода зависит жизнь пациентов. Фатима Кокурхоева посвятила любимому делу 35 лет. Все эти годы она верой и правдой служила своей работе, а выбранной профессии никогда не жалела. По словам Фатимы, самое главное качество, которое должно быть присуще каждому врачу, это сострадание. Раньше, может быть, даже не так, как сейчас выбирали профессии. Сейчас, мне кажется, больше как-то родители влияют на выбор профессии, а в наше время мы, мне кажется, как-то от души выбирали, по зову сердца, как говорится. Мне всегда нравилось, и были родственники у меня среди врачей, среди медработников, и вот так пал мой выбор. Самое важное – это, конечно, человеческое отношение к людям. Вот если мы примем эту боль, это страдание на себя, то я считаю, что врач, медсестра, фельдшер, что он состоялся. Только так. Приветственный адрес к собравшимся от имени ВРИО главы Ингушетии Махмутали Калиматова зачитала начальник отдела госнаград Мадина Ужахова. Глава республики в своем пожелании отметил, что каждый из них несет особую миссию, и именно благодаря им пациент обретает шанс на выздоровление. Вы приходите на помощь тем, кому это необходимо. Ваша работа требует высокой компетентности, преданности избранному делу, терпения и милосердия. Вы вносите большой личный вклад в развитие здравоохранения Республики Ингушетия, в сохранение лучших традиций отечественной медицины. Совершенствование системы здравоохранения в числе приоритетных задач для нашей республики и всего государства в целом. В день вашего праздника примите слова искренней признательности за ваш самоотверженный труд, профессионализм и самоотдачу. Магомед Мартазанов учится на 5-м курсе в Ингушском госуниверситете на медицинском факультете. Молодому человеку определиться с будущей профессией помогли родственники. Сейчас он работает в детской республиканской клинической больнице медбратом. В целом не так-то сложно, как кажется. Возможно, с другими профессиями чуть сложнее, а так очень легко, если стараться, если усердно работать. А почему я выбрал медицинский? Не знаю, как-то детская мечта, что ли, ну и способствовали выбору этого направления родственники. Собственно, поэтому я выбрал именно детскую реанимацию. Я выбрал, потому что мне нравится работать с детьми. С ними не так легко, но мы не ищем легких путей. Мадина Бекбузарова выбрала для себя специальность хирург. Она уверена в том, что с годами ее знания обязательно пригодятся родной республике. Несмотря на то, что девушка учится только на 3-м курсе, твердо убеждена в том, каким должен быть врач-хирург. Бог выбрать были ответственно пройти дидес. Это Бог ер бигжбиш, Бог батер. Почетными грамотами сегодня награждают отличившихся врачей. Среди них и Умар Газгиреев, гордость нейрохирургии республики. Умар Газгиреев проводит в год сотни сложнейших операций. О нем знают не только в республике, но и далеко за ее пределами. Отделение нейрохирургии при РКБ радует своими успехами. О том, чтобы удалить объемную опухоль, не выезжая за пределы региона, пару лет назад ингушские пациенты могли только мечтать. Но уже сейчас подобные операции проводят в республиканской клинической больнице. Высокотехнологичную медицинскую помощь больным оказывает Умар Газгиреев и его команда опытных врачей. Это одно из самых динамично развивающихся направлений в медицине. Тем не менее, сбавлять темп ингушские врачи не намерены.
У нас выполняется очень сложный спектр нейрохирургических вмешательств, это как на голове, так и на спинном мозге, на периферической нервной системе. В этом году, то есть с начала года, нами прооперировано по высоким технологиям 275 операций. У нас планка была на год 250 операций, мы за полгода сделали уже 275 операций. Мы этому не радуемся, потому что больных много, к сожалению, но лечить их надо. Благо есть возможность, не выезжая, получать медицинскую, высокотехнологическую медицинскую помощь у нас на территории республики. Работать в последние годы стало намного легче, отмечают гости торжества. В республике за последние годы созданы все условия для оказания всех видов медпомощи. Помимо этого, уровень самих врачей значительно вырос. У нас очень много квалифицированных, высококвалифицированных специалистов. Это мы можем наблюдать, потому что у нас сейчас выстроена, в принципе, трехступенчатая система оказания медицинской помощи. Функционирует очень много ряд, скажу, таких хороших, качественных медицинских учреждений. И у населения появилась реальная возможность здесь получать качественную медицинскую помощь. Сердце медицинского работника должно быть горячим. Оно должно сопереживать больным. Оказание квалифицированной медпомощи является важным направлением в развитии здоровой нации, отмечает Зарема Альянова. Особый акцент в здравоохранении будет уделяться нацпроектам. Как отмечает министр, за годы усердной работы и развития здравоохранения в Ингушетии удалось сократить детскую смертность, спасти не одну жизнь благодаря новым возможностям, оказывать трехуровневые медуслуги, выявлять и лечить тяжелые заболевания и проводить редкие операции. Самое главное – это отношение к пациенту. Никакая медицинская наука, никакое медицинское оборудование не могут создать комфортные условия для того, чтобы люди были довольны. Есть, конечно, большие достижения, очень большие заслуги. Врач может быть очень высоким профессионалом. Он может выполнять высокотехнологичные какие-то операции. Он может выполнять какие-то клинические протоколы очень серьезные. Но при этом, если врач не умеет обращаться с пациентом, если пациенту не стало хорошо после того, как он получил это лечение, пообщался с врачом, вот надо думать об этом. Конечно, задач очень много здравоохранения, мы об этом постоянно говорим. Конечно, приоритет – это наши национальные проекты, которые позволят нам все-таки модернизироваться, развиваться в дальнейшем. Оснащение у нас будет другой, программы, обучение специалистов, цифровизация, много чего. День врача расписан по минутам, ведь в их работе особенно важна ответственность и профессионализм. Медицинский работник был и остается самым востребованным специалистом. Работа по обеспечению новых возможностей для медиков в регионе будет продолжена и дальше. Это итоги недели. Смотрите далее. Молодое и перспективное развитие службы в материале нашего корреспондента. На полях республики продолжается жатва озимых культур. Расскажем о том, каким будет будущий урожай. Отдохнули на славу. Расскажем о тех, кто лоялен к себе и обеспечен к окружающей среде. Поймать, познакомиться, отпустить, чтобы потом проследить. Это все о птицах, вернее, о редких видах. Специально для того, чтобы узнать разновидности птиц в Ингушетию, приехали лучшие орнитологи России. Научно-исследовательскую работу они провели на территории заповедника Эрзи. Сотрудники Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук и заповедника Дагестанский совместно с ингушскими коллегами изучают также и летучих мышей. Все подробности в репортаже Зелимхана Калуева. Ингушетия – рай для орнитологов. Здесь они могут наблюдать за птицами, изучать и следить за их передвижениями, проводить научную и исследовательскую деятельность. Большое количество растительности, разнообразие растений и лесов позволяет сосуществовать многим видам птиц. Хищных пернатых в республике куда меньше, большинство из них находится под охраной. Сложно представить место, где на небольшой территории собрано такое количество представителей птиц, которые мирно живут друг с другом испокон веков. Кстати, на этих величественных скалах располагается колония белоголовых сипов.
Но сейчас цель поймать более мелкую добычу. Для этого орнитологи устанавливают сетку для отлова птиц. Чем больше ловушек, тем лучше. Но за всеми не уследишь, поэтому для 2 человек достаточно 4 таких конструкции. Вся эта процедура занимает не больше 15 минут. Она вообще птицы, да, никакого вреда она не приносит. Вот. Единственное требование, нужно сетки как можно чаще проверять, особенно в жаркое время года. Для чего птиц ловят? Ну, в первую очередь, для того, чтобы узнать видовой состав. Потому что есть виды, которые ведут скрытный образ жизни, который очень тяжело внимательно рассмотреть. Есть виды, которые достоверно определить можно только держа в руках, используя специальные определительные таблицы. Вот, поэтому при проведении фаунистических исследований всегда стараются орнитологи не только в бинокль наблюдать, не только фотографировать, но еще и по возможности ловить. Вот, когда птицу держишь в руках, можно получить много дополнительной информации. Например, о ее упитанности, находится ли она в состоянии линьки или не находится, определить более точно, допустим, пол птицы, возраст птицы. Вот. Ну и, как правило, птицы, которые отлавливаются, они еще кольцуются для того, чтобы изучать их миграции. Днем сетки ставят для птиц, ночью для летучих мышей. Главное условие, чтобы она оставалась в тени и была максимально скрыта. Весь механизм работает по принципу игры Angry Birds. Высота 3 метра, длина 10. Сетка едва заметна для человеческих глаз, не говоря уже о птичьих. В летнее время ее желательно проверять каждые 3 часа. Птица попадает в сетку и остается в одном из этих многочисленных кармашек. Сейчас главное не спугнуть птичек, затаиться и ждать улова. Этим сейчас и занимаются специалисты. Тут главное терпение. За птичек переживать не стоит. После того, как получится установить видовой состав, они снова отправятся на волю. Если нам нужны материалы для ДНК-анализов, есть при помощи этого самого инструмента мы берем небольшие кусочки ткани, чтобы делать ДНК-анализ. Но в данном случае у нас такой задачи не стоит, поэтому мы используем только штангенциркуль. Это определитель птиц, который для сложных случаев, когда мы не можем определить какой-то вид, здесь есть подробно расписано, как определить птицу, которую ты держишь в руках. Для этого используются специальные мешочки, куда мы кладем пойманных птиц, они тоже безопасные, сюда кладем птицу. Обычно птицу счастья приходится ждать несколько минут, но из-за сильного ветра придется потерпеть до завтрашнего дня. Сергей Букреев 35 лет посвятил поискам новых видов пернатых в республике впервые. И не случайно. Ингушетия считается пристанищем для птиц. Их здесь насчитывается более 250 видов. В одном только заповеднике Эльзи 206 разновидностей, в том числе редчайшие, занесенные в Красную книгу России. Из них чуть больше 100 видов, где-то порядка 102-103 примерно, являются гнездящимися. Вот. Ну, в основном здесь представлены виды, которые связаны с лесами, так называемые дендрофильные виды. Достаточно много видов, связанных со скальными обнажениями, с человеческими постройками. Вот. Это так называемые виды петрофилы. Вот. Ну и вот на таких остепненных и луговых склонах присутствуют виды открытых пространств, так называемые кампофилы. Вот. Ну, в небольшом количестве вдоль речи гнездятся виды водно-болотного комплекса. Ну, можно пару слов сказать о редких видах. Значит, в заповеднике обнаружено уже 21 вид, который занесен в Красную книгу Российской Федерации. Из них 11 видов здесь гнездятся. Из редких видов, занесенных в Республиканскую Красную книгу, в заповеднике встречается 26 видов. Вот. Ну, то есть, это подчеркивает важное предохранное значение, потому что птицы являются хорошим модельным объектом, и по их состоянию, по состоянию орнитофауны, очень хорошо судить о состоянии экосистем в целом. Вот. И такое большое обилие, причем хорошая представленность разных экологических групп, говорит о том, что природные комплексы заповедника Эльзи находятся в хорошем состоянии, вот, и что место для организации заповедника было выбрано очень удачно. Вечером охотники на птиц нацеливаются на рукокрылых. Встреча с летучими мышами бывает непредсказуемой, поскольку от их укуса можно заразиться вирусом бешенства. Изучение фауны этих млекопитающих – одна из целей исследовательской работы, в которой невозможно обойтись без специальных приборов. Летучих мышей мы планируем исследовать на территории заповедника при помощи вот этого прибора. Этот прибор записывает сигналы летучих мышей, а потом уже эти записи мы переводим в компьютер, и там специальная программа их обрабатывает и определяет видовой состав. Кроме этого, этот прибор записывает температуру, координаты,
Вот, и мы уже знаем, какой вид, в каком месте, где встречается. И мы надеемся, что с помощью этого прибора мы установим большую часть видового состава фауны летучих мышей заповедника Эрзей. Мы проводили исследования летучих мышей Дагестана, вот, и за 1 год мы для Дагестана открыли 3 новых вида летучих мышей. В том числе один вид это был новый вообще для Российской Федерации. Сотрудничество дагестанского и ингушского заповедников продолжается уже более 10 лет. Одна из задач совместных исследований – обмен опытом между научными отделами, ведь у заповедников не существует границ. У нас в прошлом году посетили наш заповедник 4 доктора биологических наук, 2 кандидата. Кстати, вот Букреев тоже у нас доктор наук. И по результатам, по итогам работы 2018 года у нас, если взять мохообразные растения, известные были более 30 видов, а сегодня у нас более 100 видов. У нас заповедник, молодой заповедник, территория неисследуемая, поэтому каждый приезд, скажем, научных работников, каждая совместная работа, она приносит свои результаты, свои хорошие плодотворные результаты. Таргимская котловина – ключевая орнитологическая территория международного значения. Ареал птиц разбросан по всей Ингушетии, что поражает даже самые пытливые умы. Это и привлекает многих орнитологов в жемчужину Кавказа. Из видов, которые занесены в Красную книгу России, можно отметить такие редкие виды, как белоголовый сип, черный гриф, кавказский тетерев, малый подорлик. Это виды, которые находятся в Красной книге Российской Федерации, Красной книге Ингушетии и являются редкими исчезающими видами. И они на территории заповедника Эрзей гнездятся. И эта территория для них является очень значимой. На всей территории республики водятся дикие утки и гуси, несколько видов бакланов, цапли, пеликаны. К слову, птицы – самый распространенный и почитаемый вид животного мира в Ингушетии. Они представлены и на гербе республики, в котором изображен орел, расправивший свои крылья – символ свободы, мудрости и истинного благородства. Орнитологи будут проводить исследования 2 дня, после чего станут известны первые результаты работы. Сунжа, хоть и молодой, но очень перспективный город. Здесь идет строительство сразу 2 детских садов. Помимо прочего, власти города проводят реконструкцию водопроводных сетей. Также в планах построить новую дорогу, озеленить территорию, заменить освещение и обустроить спортивные площадки. В городе в последние годы возвели также целый многоквартирный городок со всеми необходимыми условиями и удобствами. Жаридат Халухоева расскажет. Город Сунжа постепенно преображается под шум строительных работ. К примеру, этот детский сад. Его возведение не только позволит родителям устроить свое чадо в дошкольное учреждение, но и появятся дополнительные рабочие места. Здесь все будет предусмотрено для беззаботного будущего потенциальных воспитанников. Сейчас заливают фундамент здания. Строится оно с соблюдением всех норм и правил. Его основная конструкция – бетон и арматура. Основной цикл работ по строительству дошкольного учреждения на 220 мест начали всего 2 недели назад. Типовое здание строится в рамках целевой программы по развитию образования. Современный, просторный, отвечающий всем необходимым требованиям садик ведут к концу года. Садик глава города нах новострой также он нах баш метиге да ахьяне цигишхалус багая цанян эштезда ёх переиграть оза перевести да о заложить здесь и да школа и вообще что эти тяжко я участок под школу итая но от гонах бах нах а то очень хочешь интересоваться ну что раз будет. Еще один детский сад, но уже рядом со 2-й начальной школой в районе железнодорожного вокзала. Планируется заложить к концу этого месяца. Территория местными властями выбрана не случайно. В районе много дошколят, а единственное дошкольное учреждение находится в нескольких километрах, и то перегружено. Площади вместе школы 2 чем-то есть, но осадки определили 0,9, почти гектар ляхты садки. Основном клачем будешь, да? Полностью экспертизировали голхчахлянка, где-то в конце июля дала эндалир бог на булбе бог. Помимо нового дошкольного учреждения, власти планируют обновить и саму школу. Старая, построенная еще в 60-х годах, не выдерживает и в плане ветхости, и в плане перегруженности. Поток учащихся большой. Наконец-то наша мечта, она действительно осуществилась. Я думаю, что где-то
через год, наверное, у нас уже дети наши могут учиться в данной школе, уже в новой школе построенной, как говорится. Помимо образования и воспитания в городе решается вопрос с ветхими водопроводными линиями на улице Горького. С перебоями водоснабжения и прорывами труб водоканальная служба борется регулярно. Виной всему тонкостенные железные трубы, которые свой век давно отжили. Не выдержали они и на этот раз. Позавчера вечером произошел очередной прорыв. Коммунальная служба, надо отметить, среагировала оперативно. С утра хар ден Бог мотик ядак элэр кохай мотик. Хияу худуатш. Как отмечают местные жители, проблема с водопроводом стоит очень давно. Воду можно использовать только для полива огорода. Власти обещают вскоре решить эту проблему. Так что жителям необходимо только набраться терпения. И тогда о слабом напоре и некачественной воде они будут только вспоминать. Как и жители второй серийной улицы, здесь полностью заменили трубы, сделав приятный бонус в виде новой дороги с тротуаром и освещением. ينق قبل عامون يقبلر عاو قاقش دواقش در خيسيت تيت دامك دا خي نبدني خجرك خي قش دواقش عامو محتجرر عا فرقتو خني أنا عاو فرقتو خذ أسفلت طول دا بق دا شوت بيش دوخش دا بيرش بس تنقش عا خذ حمدية عا ديال رياض خو بدن بيا أوس أهيج بيحكي عا والله بوخ دكي مبرتاس أوس بيحكي عشناه يرحبيتاج حكي مشكلة عا ساق والله. Совсем скоро список благоустроенных в городе пополнит еще одна улица. Новый водопровод, асфальтовое покрытие, освещение и озеленение территории. Словом, праздника жителям улицы Роза Люксембург ждать недолго. Рабочие равняют гравийную смесь и параллельно устанавливают тротуарные бордюры. Начиная от колхозного и до конца где-то метров более 400 метров. Более 400 метров водопровод Хейцай и столько же асфальт был полностью обложен. Помимо этого еще улиц Каетра водопровод Хейца. Южная, Шарипова, Шорса, Дружба и Ленина. Это что есть? По улице это водопровод полностью Хейца. А Ленинная улица с конца июля дал Андали по городской среде. То есть в общем-то, я уже с чаках коляр хары, варбар улица полностью. Только за этот год новый облик в Сунже приобрели десятки улиц. На них высадили деревья, создали удобную уличную навигацию, отремонтировали фасады. Благодаря этим изменениям в городе формируется качественно новое пространство для жизни. Комфортным и безопасным оно обещает быть и на этой безымянной улице. Протяженности более километра ер. А вот был малый мелочи. Полностью реконструкция водопроводной сети. Я его полностью. Полностью более 40 сантиметров снятия, не снятия, полностью гравия отбила с левой стороны на горлоток кирбахкирш. И с правой стороны 1,5 метра ширина, может, это архубуман освещение хукиос. Двухслойный асфальт кубы. Улучшения наблюдаются в сфере жилищного обеспечения. По инвестиционной программе в Сунже возвели комплекс многоквартирных домов, в каждом из которых по 16 однокомнатных, 2-, 3- и 4-комнатных квартир. Прилегающую территорию подрядчик также планирует благоустроить детскими площадками и зоной отдыха. Расположение домов очень удобное, рядом новая школа и детский сад. خذلوجي طالوجي يواجه شوجال أربعة دبخ حبخ يقير دول كونجي خستاد هذا ديك وده دولوجي محتاج جو زجولوجي است باخش ناخا احتنا Не забывает в городе о спортивно-развлекательной составляющей. Буквально на той неделе в микрорайоне открыли воркаут-площадку. Объект размером 384 квадратных метров. Уникален как по своим размерам, так и по оснащенности. На площадке уложено спецпокрытие, смонтированы перекладины, рукоходы, брусья и шведские стенки. Все из самых современных композитных материалов. ويطبخ مناخه وردي باش مناخه نالش يزج استوبي نيش ميل ده موز دولشته حبين يوين قهق ما تصديش صداتش وحما خنبي بيس يحمد الله خديس يعم فستت تشوزين سقط الله تي شخص موتك قهق ديش موتكير.
Благоустраивает Сунжа зону для семейного отдыха. На 2,5 гектарах идет масштабная реконструкция набережной местного пруда, велодорожки, детские площадки, навесы и зеленые насаждения. Здесь предусмотрено все для качественного досуга горожан. Общественно полезный объект финансирует меценат, пожелавший остаться неизвестным. Закончить все работы планирует до конца лета. Но на этом преображение города не заканчивается. Впереди строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и ряда других важных социальных объектов. На полях региона идет жатва озимых культур. Несмотря на капризную погоду, уборка урожая своевременно начата в ГУПе Нестерская. На работе задействована самая современная техника. ГУП Нестерская включает в себя порядка 4328 гектаров пахотных земель, на которых растут кукуруза, подсолнух, горчица и ячмень. Жайдат Хулухоева расскажет о том, как идет уборка. Погода этим летом испытывает не только жители республики, но и сельскохозяйственные культуры. Сильную жару сменяют обильные дожди. Из-за таких погодных сюрпризов страду пришлось остановить и отложить на несколько дней. Но ячмень сорта «Стратег» после недавних осадков уже подсох и снова успел подняться. А это значит, время собирать урожай. Уборка у нас проходит в тяжелых условиях. Вот эти вот ливневые дожди из града, которые прошли у нас в республике последние, вообще выбили из колеи, но тем не менее сейчас вот мы выбираем окна. Сейчас с обеда мы начали 3 комбайнами уборку озимого ячменя. Для хлеборобов такая жаркая в прямом и переносном смысле пора – дело привычное. На счету каждый час. Передержав зерно на корню, его можно просто потерять. В слаженном процессе задействована рабочая техника. Машины идут одна за другой. На поле вывели 3 комбайна и 6 КАМАЗов. Адам Галаев работает на одном из них. Грузит зерно и отвозит его на склад. Еще с детства сначала просто помогал отцу. Копался в огороде, пытался вырастить овощи. Когда вырос, решил перейти в фермерские хозяйства. Увеличить фронт работ, как говорится. В этом ГУПе он трудится уже 6 лет. Чамбол, тяды уже погод. Ашта дянда, то ханма делать, хама надулдал, анзагишти метики да, тяды уже багн кой, ну что боха боха, я получал хоз дина ялка машин, елт шишокок дина рейс жо, сацводитель, бог Будда. ГУП Нестеровская включает в себя порядка 4328 гектаров пахотных земель, на которых растут кукуруза, подсолнух, горчица и ячмень. А площадь этого участка, находящегося в районе села Чемульга, составляет 760 гектаров, из которых 600 занимает как раз озимый ячмень. Урожайность 1 гектара оставляет желать лучшего. На этом участке где-то дает 18-20 центнеров. Есть семенные участки, которые дают побольше, но здесь вот такая вот ситуация. Ячменя в нашем хозяйстве урвано более 200 гектаров. Остается около 400 гектаров. Совсем скоро ячменная страда закончится. По планам аграриев произойдет это меньше, чем за неделю. Далее последует процесс уборки соломы, который пойдет на корм скоту. Уборки соломы следом придет сюда техника, придет техника, она начнет проводить уже осенние полевые работы. То есть будем готовиться к урожаю будущего года. Здесь будет проходить дискование, здесь же следом пойдут пахота, другие тракторные агрегаты, все это будет. Каким в итоге получится урожай, здесь не гадают, да и подсчитывать пока рано. Прогноз – дело неблагодарное, уверяют аграрии, испытано на собственном опыте. Но все же надеются, что он будет не хуже, чем в прошлые годы, несмотря на все метеосюрпризы. Сезон нерадивых отдыхающих официально открыт. Летом все устремляются в горы, жарят шашлыки, купаются в Асе. В общем, отдыхают с семьей и друзьями. Все бы хорошо, если бы не одно «но». Отдыхать культурно умеют не все. Как правило, после таких посиделок экологи обнаруживают горы мусора, бутылки, пакеты и остатки еды. Почему так происходит и кто убирал, расскажет Светлана Томова. Именно так сейчас выглядит берег реки Аса. Разбросаны мусор, разбитые бутылки и остатки еды. Состояние прибрежной зоны оставляет желать лучшего. Как известно, это делают никто иной, как сами жители республики. А убирать в итоге приходится как взрослым, так и вот таким вот малышам.
Но так или иначе, оставлять после себя мусор на берегу реки Асы у отдыхающих уже вошло в привычку. Приезжие пропускают мимо ушей многочисленные просьбы местной администрации и жителей не портить экологию и не загрязнять реку. Убирать все это безобразие за локальными туристами приходится местным. А что еще остается делать? Им здесь жить. Проблемой окружающей среды прониклись и совсем юное население. Даже дети пытаются призвать к совести взрослых, которые, по всей видимости, забыли ее среди оставленного мусора. Я бы хотела обратиться к отдыхающим, чтобы они не оставляли за собой мусор. Потому что это единственное место, которое у нас есть в селе. В богоугодном деле по очистке прибрежной зоны принимает и маленькая Ясмина. Если более взрослые дети отдают себе отчет в том, что делают, и не ждут взамен похвалы, то малышка за свой труд ждет вполне заслуженную награду от папы. Папа мусор мороженецкий. Магомед Катиев – депутат сельского поселения Нестеровское. Он уже не в первый раз привозит свою семью для уборки прибрежной территории. По его словам, здесь летом купаются их дети. Они легко могут пораниться о разбитое стекло. Вот и приходится мешками собирать чужие бытовые отходы. Чтобы в неделю раз мы не убирали, такого не было. Мы собираем группами детей, футбольной команды, все кружки мы собираем. Мы выходим, и депутаты собираются, вот эту чистку делаем. Но мы не успеваем за всем этим республикой убирать. Местные это не оставляют, потому что это наши дети здесь ходят, наши дети здесь режутся. Мы знаем, что нельзя оставлять. А вот приезжие, это все после приезжих. Нам приходится каждую субботу, воскресенье нам приходится с администрации выезжать, вот эту уборку делать. Просто уз ахай шахс, а как вот бешats, сколько барзан давай шал, жмет гиацер уже. По словам представителя Минприроды, в летний период бороться с теми, кто оставляет на местах отдыха мусор, не представляется возможным. Они не раз с депутатами и местной администрацией выезжали на место, но тщетно. ВОЗ и ныне там. Как отмечают экологи, вред наносят не только окружающей среде, страдают дети и животные. Хотел бы обратиться именно тем людям, которые приезжают сюда отдыхать, купаться, чтобы они не оставляли здесь именно стеклянные бутылки. После них остаются вот такие вот осколки, и дети очень глубоко могут пораниться, запаниковать, я не знаю, и потерять много крови. И может даже закончиться летальным исходом. И хотел бы обратиться к вам, чтобы вы не бросали здесь мусор. И также самое часто встречается это пластиковые пакеты, которые они оставляют после себя. Здесь наблюдается очень много домашнего скота, они съедают этот пластик и также могут умереть от этого. Проснется ли когда-нибудь совесть у тех, кто доводит берег реки до ужасного состояния – большой вопрос. Но так или иначе, администрация сельского поселения регулярно очищает прибрежную территорию реки Асы. Они же заботливо завезли сюда спиленные ветки, чтобы отдыхающие не рубили деревья для разведения костров и не трогали специально выставленные деревянные мусорные баки. Их, кстати, креативные отдыхающие тоже пустили на дрова. Мусорный бак Избанцы, жуги гёч, гены жуги гёчиш. Метти гёчна специально диан, да генеш, да я ёкын генеш. Хаян дахч ада кадрос. Азодиан да қожиан, гудрги жели қайр или ал ақус қартаба. Ауат الله تجي الله تجمريس. صارش تحمر دقيقة سمعتهم وهو فديلار خبيرش. По словам представителя местной администрации, выход из этой ситуации только один – огородить прибрежную зону отдыха, выставить охрану и впускать только за определенную плату. Возможно, в этом случае отдыхающие смогут относиться более бережнее к окружающей среде.
В эти выходные в Ингушетии во дворце спорта «Магаз» имени Берда Евлоева в Назрани проходит открытый чемпионат Северокавказского федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин в 14 весовых категориях. Среди мужчин и женщин 250 участников, которых более 40 дзюдоистов представляют Ингушетию. Кто стал фаворитом соревнований, узнаем подробнее в следующем материале. До начала соревнований 20 минут. Тренеры взволнованы не меньше спортсменов. Разминка, отработка приемов и настрой на победу. Для Беслана Охтова сегодняшний день крайне важен. Он выступает за Ставропольский край. Права на ошибку быть не должно, уверен дзюдоист. Готовился у себя в зале с командой Ставропольского края. Нормальные сборы прошли. Ковер покажет сегодня. Чеченскую республику. Республику Ингушетия. И вот кульминация. Открытие чемпионата СКФО по дзюдо среди мужчин и женщин. Торжественным маршем, ровным строем идут представители всех регионов. С напутственными словами и пожеланиями перед участниками выступил премьер Ингушетии, организаторы и почетные гости соревнований. Разрешите мне вас всех поздравить от имени руководства республики с большим праздником, с чемпионатом СКФО, который проходит здесь у нас, в нашей республике. Мы любим сами дзюдо. Конечно же, благодаря нашим именитым спортсменам, это Хасан Халмурзаев, Усама Гушков, Хусейн Халмурзаев. Уверен, что борьба будет у нас честной. И в сентябре, через месяц, мы сильнейших ждем на чемпионате России. Удачи вам! Разрешите мне от имени Федерации дзюдо России поприветствовать всех участников, тренеров, судей, зрителей на чемпионате СКФО, который проходит в Республике Ингушетия, город Назрань. Пожелать спортсменам успехов на татами, достойно отобраться на чемпионат России и не менее достойно отбороться на чемпионате России, пополнить ряды сборной команды России по дзюдо. На самом деле в Ингушетии всегда приезжаем с большим удовольствием. Здесь все прекрасно, все красиво, очень воспитанные, грамотные ребята. Спасибо Федерации дзюдо Ингушской республики во главе с Юнусом Аздоевым, министру спорта Дауду, который рядом с нами днем и ночью. Спасибо большое. Желаю всем сегодня участникам честной, бескомпромиссной борьбы, а нам приятного просмотра. Дал я тубахушил, дал борца был бы. Участникам представили судейскую коллегию. Перед началом состязаний дух спортсменов поднимает ансамбль «Магаз». 3 татами, накаленная обстановка и, наконец, спортсмены начинают противостояние. На одной из площадок сошлись дзюдоисты из Ставрополя и Чечни. Соперники стараются предугадать действия друг друга. Они не раз встречались в поединках, в которых доминировал дзюдоист в белом кимоно. Но сегодня удача на другой стороне. Эффективный бросок и победа состоялась. Долгожданный реванш ставропольца завершился красиво. В этом заслуга тренера. Наш округ Северокавказский считается одним из сильнейших в России. И наши ребята достойно представляют страну на международном уровне. Почти 240 мужчин и женщин соревнуются за место в российской сборной. Для Ингушетии это еще один шанс блеснуть на международной арене. Ингушетию представляет более 40 лучших участников, среди которых и триумфаторы. У меня первая схватка была с представителем Кабардино-Балкарской республики. Первая схватка, как у всех, тяжелая была. Ну, по воле Всевышнего я выиграл эту схватку. Соперник был неудобный для меня. Он был выше меня, и у него была верхняя борьба. Ну, на последнюю секунду я ему бросок сделал и победил. Соперник был очень хорошим. Была очень тяжелая схватка. На физику он работал хорошо. Он пропустил один момент, и я ему сделал подход. Крики с подсказками, нервы и напряжение. Чувства тренеров обострены вдвое. Каждый держит кулаки за своих подопечных. Это обычная наша работа. Приходит и кричать, и нервничать, и когда особенно
ученик не выполняет то, что тебе говорит тренер, немножко приходит нервничать и эмоционально как бы высказывать это все, так получается. Не менее сложным для участников выдался и отборочный тур. Во всех уголках республики и Северокавказского федерального округа отбирали сильнейших в своих весовых категориях. Вот кто отберется, кто попадает в шестерку, как бы первые, вторые, 2 третьих места и 2 пятых места, вот эти спортсмены получают путевку на чемпионат России. Профессиональная судейская коллегия ошибок не прощает. Около 20 судей международного уровня наблюдают за поединками спортсменов. О предвзятом отношении речи быть не может. Все действия фиксируют камеры видеонаблюдения, а значит можно оспорить решение и доказать правоту. Судейство проводиться будет по международным правилам дзюдо. Сегодня борется 60, 66, 73, 81 веса. Судить будет объективно. Здесь достаточно квалифицированные судьи и просмотровая комиссия здесь. Так что будем судить. 3 желтые карточки и участник дисквалифицирован. Но пока таких грубых нарушений нет. Нарушений никаких не было, потому что борются спортсмены высокого уровня, довольно взрослые, они прекрасно знают правила, и тренера все знают, поэтому ребята отборолись добросовестно, сделали, выполнили свою работу. Море эмоций, переживаний и искренней надежды. Дзюдо объединило не только города, но и регионы. Ради того, чтобы поддержать своих родных и близких, болельщики готовы были отправиться куда угодно. Дворец спорта Амагас удивил гостей своими возможностями. Для комфорта зрителей здесь установлены 4 больших экрана, а значит ни один иппон не останется незамеченным. Очень хорошее впечатление от соревнований, хорошая организация. То есть все сделано очень четко, все нравится. Наш регион хороший. Думаю, что каждый из Дагестана войдет в тройку, будут чемпионы. Самые юные болельщики уже определились фаворитами. Многие из них начинающие дзюдоисты. Эти состязания – наглядный пример и двигатель мотивации для будущих чемпионов. Сам кто дзюдо ходил. Я пришел повелеть за Ингушей, это для нашей родины. Да, у нас много очень хороших спортсменов, претендуют на хорошую, на золотую медаль. Остаться в стороне и пропустить схватки не мог и Хусен Халмурзаев, дзюдоист с большой буквы. Ингушский триумфатор возлагает на земляков большие надежды. У нас же как домашний чемпионат, это отборочный турнир на чемпионат России, который у нас будет проходить в этом году. И ребята очень много уступают сегодня, поэтому за всех болеют. Они каждый из них готов выиграть медали, и просто главное надеяться на Всевышнего и делать свое дело, а они могут это. Схватки одна за другой все зрелищнее и опаснее. Хотя дзюдо и не такой травмоопасный вид спорта, без травм не обошлось. К счастью, в таких случаях здесь дежурят врачи скорой помощи. У нас было 2 случая, были легкие травмы, это рассечение губы, значит, также носовое кровотечение. Серьезных травм у нас не было, надеемся, не будем. В дальнейшем не будет. Место для проведения соревнований выбрано не случайно. Крупнейший на Северном Кавказе дворец спорта Амагас имени Берда Евлоева не раз становился центром проведения самых разных турниров, как регионального, так и международного масштаба. Конечно, нам приятно принимать у себя гостей. Дело в том, что я помню, 5-6 лет назад наши спортсмены могли только выезжать и присутствовать на других турнирах, чемпионатах. При вводе в эксплуатацию этого дворца спорта мы можем уже принимать у себя на уровне чемпионатов СКФО, чемпионатов России, даже Европы и мира. Прекрасный дворец спорта, и нам приятно проводить эти мероприятия здесь, на территории Республики Ингушетия. По итогам первого соревновательного дня были разыграны 12 медалей в 4 весовых категориях. Радость, злость, горечь поражения, переживания болельщиков и еще много других чувств царили сегодня в зале Дворца спорта Амагас в Назрани, где сегодня завершился 2-й соревновательный день чемпионата СКФО по дзюдо среди мужчин и женщин. Сегодня у нас борются весовые категории у мужчин 90, 100 и плюс 100, и все весовые категории у девушек, скажем. Поэтому борьба более интересная. Почему? Потому что девушки украшают соревнования, тем не менее. Здесь есть много победителей, первенств России, Европы.
и среди мужчин, так и среди женщин. Одними из первых на ковер выходят настоящие тяжеловесы весовой категории 100 килограмм. Учитывая вес спортсменов, проблематично завершить схватку одним точным броском. Противостояние затянулось надолго. Первые два периода не дали результатов, но в дополнительном раунде, так называемый Golden Score, когда схватка длится до первой оценки, участник из Дагестана при помощи подсечки грамотно перевел своего соперника на ковер. Ну а далее следует прием удушения, где дзюдоист в синем даже не думает сопротивляться, учитывая, сколько сил было потрачено на это противостояние. Как результат, победу присуждает участнику из Дагестана Саиду Саидову. К соревнованиям он начал подготовку за несколько месяцев до старта. Сборы бывали в горах, потом на низменности, проводили схваточные, тренировочные, качковые сборы. Все вроде нормально, подошли хорошо. Соперник тоже хороший, до этого встречались, тоже выиграл, тоже тяжело. Молодой парень еще о себе покажет. Рядом с такими титанами на соседнем ковре соревнуются представительницы прекрасного пола весовой категории 57 килограмм. В очередном поединке встретились участницы из Северной Осетии и Ставропольского края. И кто сказал, что девушки слабый пол? Не прилагая особо больших усилий, спортсменка в синем кимоно при помощи подсечки кладет соперницу на лопатки уже в первом раунде. Судьи засчитывают прием как победный. Можно пару слов про поединок, как он для вас сложился, какого был соперник? Девочка была нормальная, то есть, но она была травмирована, вот, я выиграла. Я хотела бы отобраться, конечно, на первенстве Европы уже побороться на международных аренах. Поддержка болельщиков очень важна для участников турнира, так как в минуты, когда, казалось бы, схватка уже проиграна, зрители на трибунах своими воодушевленными криками помогают спортсменам поверить в себя и тем самым изменить ход встречи. Сюда пришли как просто любители этого вида спорта, так и опытные тренеры с многолетним стажем. Тренер 40 лет уже в дзюдо. Так, все воспитанники желают бы. Год полный, что проигрыш. Первый этих холодных праздник, чемпионат среди взрослых СКБО. Впервые у нас проводится для нашего региона. Если по итогам первого соревновательного дня ингушская сборная имела в своей копилке только одну бронзовую медаль, то сегодня наши спортсмены показали конкурентную борьбу. Как пример можно привести поединок Адамхаджи Муталиева против участника из Кабардино-Балкарии Ильдара Лепшокова. Казалось, что схватка продлится как минимум период, но уже спустя 15 секунд Адамхаджи зрелищным броском отправляет своего оппонента на маты. И пон. Чистая победа нашего земляка. На этот чемпионат СКВ мы уже как месяца два готовимся. Утром, вечером тренируемся, выкладывались. И легко победил своего соперника. Как тебе вообще удалось? Ну, это чисто удача была. Я настраивался на полную схватку, конечно. Что-то так получилось, удачно зашел, получился бросок. Гости этих соревнований в лице квалифицированных судей международной категории в который раз отмечают, насколько организованно проходят большие соревнования в нашем регионе. И многие соседние республики не прочь перенять у нас этот опыт. Все прекрасно организовано. На самом деле, спасибо хочу сказать и правительству, и Министерству спорта, и также Федерацию дзюдо. Зал вообще шикарно организован. Скоро вернемся на чемпионат России. Все здорово. Спасибо большое за такое прекрасное соревнование. В завершении всех поединков наступила долгожданная церемония награждения отличившихся спортсменов. Всего по итогам этого чемпионата ингушские дзюдоисты завоевали 1 золотую и 2 бронзовые медали. Чествует победителей министр по физической культуре и спорту Ингушетии Дауд Алхазуров. Абсолютно все спортсмены, которые приняли участие в соревнованиях, показали достойные результаты и получили заслуженные награды. Но главный приз ждет впереди. Участники, занявшие первые места в первой шестерке в каждой из весовых категорий, получат путевки на чемпионат России. А это еще один шанс для наших дзюдоистов заявить о себе на всю страну. Микаил Тангиев, Адам Гуллоев, Султан Булгучев и Тамерлан Ужахов. Итоги недели. Дорогие телезрители, у меня на этом все. Это была программа «Итоги недели». Увидимся ровно через неделю. Всего доброго и оставайтесь на Национальном.